بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, рад вас всех видеть. Пусть Аллах сегодняшнюю нашу молитву и джума, пусть Аллах примет, я Аллах. Сегодня я хочу вам перечислять те слова, которые не подобает мусульманину произносить. Мы часто видим и слышим речь наших братьев, можно сказать, и сестер, нежелательно и очень некрасиво и неприятно от мусульманина, который верит в Аллаха и любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, услышать такие слова мерзкие, неприятные, не только глаз в глаз, даже в комментариях. Мы знаем все, что Аллах видит и слышит. То, что говоришь, то, что пишешь, разницы нету, братья. Это одно и то же. Тебя видят люди или не видят за экраном, ты там в телефоне пишешь, это разницы нету. Аллах это все видит. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Всевышний Аллах Та'ала говорит, разве он не знает, говорит, что Аллах видит, говорит. Для Аллаха разницы нету. Ты перед людьми или сам наедине, или перед женой, детьми, друзьями, разницы нету. Ма ялфиду мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Также Всевышний Аллах Та'ала говорит, ни одно слово не пройдет, говорит, кроме как ангел напишет, говорит. Обрадует ли эти слова, которые мы произносим часто, некрасивые в судный день, когда нам Аллах Всевышний покажет? Из этих слов, дорогие братья, когда споришь с человеком, называть его ослом, собака, хайван, за рулем, часто видим, мусульмане, которые джума часто приходят. Приучите себя, субханаллах, сказать, когда увидели что-то вот неполадки в дороге. Субханаллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Есть слова, которые нас пророк, алейхиссалату вассалам, приучил. Почему не следует? Почему стараемся быть похожим этим кафирам, неверным, нечестивым людям? Аллахумма азхибхуль иман. Есть такие люди, которые говорят, пусть Аллах лишит тебя имана, говоришь. Маша Аллах, субханаллах, хорошо работаешь шайтаном. Шайтан тоже старается, и ты тоже стараешься. Цель у вас одинаковая. Ты тоже хочешь, люди в веру ушли, и шайтан хочет. Пусть Аллах наставит тебя на правильный путь. Пусть Аллах тебя опомнит. Почему говоришь? Пускай Аллах решит твой иман, говорит. Есть такие люди, которые говорят. Может, не слышали, но я слышал. Очень часто. Также и люди есть, которые говорят «Ан'им сабаха». Добрый день, добрый вечер. Мусульманин, мужчина. Ассаламу алейкум, заходи, потом скажи добрый день, не помешает. Как настроение? Первое приветствие мусульманин должен быть, как в Коране Аллах Та'ала говорит, тахиятум яума ялкауна. Приветствие в раю, которые друг друга когда встречают, салам, ассаламу алейкум. В раю тоже это будет салам. Если здесь те люди никогда не приучили, как там в раю будет приветствовать. Также смотрите, дорогие братья, нежелательно, когда человек злой, сердитый, недовольный. Читай салават пророку. Ла иляха илляллах скажи. Человек злой, не в себе он. Не момент его напоминать об Аллахе сейчас. Скажи, сабр делай. Видишь, момент есть для каждой вещи. Сабр, брат, сабр, терпение, брат. Когда ты говоришь, читай пророку салават, какой пророк? Он может от злости что-то плохое сказать в адрес пророка, алейхиссалату вассалам. И ты будешь причиной для этого, что он этот момент сказал не то слово, которое выводит, может, из религии. Видите, не всегда хорошие слова, тоже не всегда говорится. Есть моменты, когда можно говорить. Допустим, часто иногда слышим, в туалет заходишь, где в джума мечеть, там общий туалет. Ва алейкум ассалам, телефон поднимает. Ассаламу алейкум, брат, субханаллах. Отключи. Скажи, сейчас выйду. Там салам давать не надо, брат. Конечно, при встрече, при разговоре надо начинать саламом. Но момент есть, где нельзя начинать саламом. Также нельзя говорить Аллахумма гфирли иншита. О Аллах, прости меня, если захочешь.
Если захочешь простить, вот такой дуа это тоже нельзя. И нельзя бросить. Как будто тебе без разницы, простит Аллах, не простит, и так у меня все хорошо идет. Аузубилля. Валь-хальфу би-гайрилля. И клятва помимо Аллаха. Человек с матерью клянусь, с хлебом клянусь. Кто тебе это приучил? Шайтан учил, да? На джума вам говорили кляться хлебом, с матерью, детьми кляться? Нет, такой это харам, это грех. Нельзя кляться кроме помимо Аллаха. Даже пророкам кляться нельзя. Вакасатул халаф бигайрилля. Даже клятва фильбайи. Часто клятва. Валлах билля, на каждой мелочь. Валлах клянусь Аллахом, Аллах пришел, Аллах ушел. Вот это лишний клятва. Валя тутиа кулля халлафин махин. Всевышний Аллах Та'ала говорит: никогда не следуй за тем человеком, который много клятв дает. На правде, на ложь, на разницы нет, который приучил род постоянно клятву дает. Человек, значит, он много врет и хочет людей обманывать своей клятвой. Привычка у него пошла. Именем Аллахом нельзя так играться тоже. Постоянно клятву давать. Также нельзя рассказывать людям те грехи, которые он совершил. Я когда пили, когда гуляли, были такие времена, там уже он старик, он свидетелей собирает на судный день. И молодежь им внушает, пока вы молодые, здоровые, можно все делать. Потом, как мы тоже скажете другим, в молодости, что мы делали, все делали. Вот это тоже харам, братья, эти свидетели. То, что грехи, которые ты совершил, оставь между вами, перед Аллахом. Также нежелательно человек говорит: да я 100 раз пришел, да я 100 раз тебе это говорил. Сразу, как отвечает другой брат: я не преувеличивай, говорит. Нельзя приучить себя лишние слова говорить. Пришел 5 раз, скажи 5 раз пришел. Зачем 100 раз говоришь? Сразу тот человек, кто не понравится, ему скажи: я говорю, не говори, не преувеличивай. Вот заставляешь его тоже говорить. Скажи 5 раз пришел, скажи 3 раза звонил, скажи 10 раз. Ну как есть, постарайся говорить. Также нежелательно называть своих родителей по именам. Там, ну знаете, там есть Ахмад, Ахмад отца называешь, маму Фатимат, если Фатимат. Желательно отца отцом называть, как-то мать по-другому назвать. Также нежелательно хутбу слишком много долго читать. 40 минут, час. Вот хутбу читать нежелательно. Когда 15 минут, максимум это 20. Когда у меня максимум будет, вы сигнал делать или фонариком включите. Ничего страшного. Чем терпеть? Иногда мы начинаем разговаривать и отвлекаемся, забываем. Уай таам, вот еда, который говорит, вот чуть не понравилась еда, не говорит, что за еда, вот, субханаллах, невкусная, сюда-сюда. Лучше не говори, молчи, поешь, не понравилось, оставь. И другим аппетит портишь. Они, может, не замечали, кушали, ели спокойно, благодаря Всевышнему Аллаху Та'ала. А ты всем это испортил. Вассаламу аля фасикин. Давать салам человеку, вот, гулящий, прямо перед там, пьет, сидит и пьет, и ассаламу алейкум говоришь. Они пьяные люди и пьют. Вот это время лучше салам не давать. Ванаим ванаиз. Также спящему человеку. Видишь, человек в мечети спит. Ассаламу алейкум заходит. Стресс человек. Я оставь. Спит человек. Будь добр. То, что ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Пророк алейхиссалату вассалам говорит: не уверен из вас, пока он не полюбит брату, то, что не любит себе, говорит. Ты же не хочешь, так зашел человек. Покой нету. Человек в мечети покой должен чувствовать. Хоть даже весь мечеть полный, заходит человек. Представьте, каждый из них: ассаламу алейкум, ассалам. Я говорю, люди меня будут слушать или его будут слушать? Совершал 2 рака намаз, сидит тихо, рядом, салам алейкум. Все, чтобы он слушал. Не весь мечеть слушал обязательно. И один тебе салам возвращает, это тоже достаточно. Часто видим таких людей, особенно в селах, в мечетях. Ассаламу алейкум. Дверь открыл, ассаламу алейкум. Салам дай, который рядом. Также, когда видишь, человек молится, оставь салам. Сядь, молись. Ва муазин, когда намаз кричит, также
Вози хамами, который в туалете находится. Или вот зашли в баню, зашли, там полуголые все, да? В шортиках. Вот, ну, место, где купаются люди, раздеваются. Салам там не надо давать. Это мусульмане, которые джума ходят, вот молодежь, которую мы видим, ассаламу алейкум. Нельзя там, нежелательно там салам давать. Здоровье, братья, скажи. Ассаламу алейкум, это как ибадат. Это ибадат, ассаламу алейкум, как будто ты читаешь салават. Понимаете? Как будто ты говоришь субханаллах. Ассаламу алейкум, это не просто приветствие, это салам. Это ибадат, это дуа. Мир вам от Аллаха. Нельзя, как тебе нельзя говорить субханаллах в туалете, также нельзя салам давать. То же самое баня, где общие люди раздеваются. Ваклю хал хутба. Когда читаем хутба, вот лекцию читаем, также нежелательно кушать, говорят. Надеюсь, таких людей нету. Но есть люди, которые хуже, чем это кушают. Хуже, чем эти люди, которые кушают во время хутба. Есть люди, которые хуже, которые соблюдают. Вы знаете, да? Аллах, когда у нас здесь вирусы были, некоторые мечети открылись. Джума, я же ходил в разные места. Имам хутбу читает, а здесь парень там, бородой, машаллах, сидит, девушка общается там. Как там, когда увидимся, все. Ну, видно, ясно, видно, ну как не смотри, перед глазами видишь. Встречи, харамные встречи он подготавливается. Прямо хутба. Аллах, он хуже совершает грех, чем тот, который кушает на джума. Чем тот, который спит на джума. Когда хутба читаем, вот именно вот арабский уже встаем, читаем, считай, как будто ты в намазе. Даже играть с ковром, вот это есть ковра, камешком, телефоном, вот снимать даже, вот это все нежелательно. Сидя ровно стоять. Человек, когда на намазе, он разве снимает что-то? Нет же, он все оставляет. Вот когда хутбу читаем на арабском стоя, вот тогда все надо прекратить. Валкаляму халил азан, когда азан кричим, тогда тоже нежелательно разговаривать. Когда азан кричит, стой, сабр делай, 2 минуты, иншаллах. И в хадисах сказано, кто во время азана, когда намаз кричит, он продолжает разговаривать, ему опасность есть, что он без веры уйдет. Настолько в этом есть опасность. Когда азан кричит, человек продолжает разговаривать. Дай Аллах мне вам тауфик понять эти слова, следовать за пророком, алейхиссалату вассалам. И напоминать этим братьям, которые даже не хочу здесь произнести те слова, каждое второе слово, которое продолжает говорить плохие слова. Субханаллах, брат, неужели трудно вам, нам сказать, брат, побойся Аллаха, будь аккуратен. Будь аккуратнее, да, брат? Неужели это слово трудно? Какой джихад, сахабы воевали, кровь проливали. Неужели вот словом давать не можем делать? Видим, я же вижу вас, что с вами сижу. Не обязательно же имам постоянно, чтобы находился, имам говорил. Аллах, это обязанность каждого человека, мусульманина, который присутствовал и молчал. Или уходи, говорит, или там не будь свидетелем, где вот произносит каждое второе слово харам, харам. Вы знаете, какие слова произносят наши братья. Пусть Аллах меня и вас бережет и наставит на истинный путь. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.